Рождение ребенка – это радость для родителей, но только в том случае, если малыш здоровый. Родители особенных деток чаще испытывают страх, боятся, как их малыши смогут адаптироваться в обществе, преодолеть внутренний барьер, сформировать жизненную компетенцию и получить навыки для социализации. Во всем этом первые помощники семьям коррекционной школы и их педагоги. Всего в России открыто более 1500 спецшкол для детей с особенностями обучения. В последние несколько лет в рамках национального проекта образования идет планомерное обновление подобных учреждений. Ежегодно на эти цели из федерального бюджета выделяется около 1 миллиарда рублей на модернизацию примерно 200 учебных заведений. Всего в планах обновления 1000 специальных образовательных учреждений за 5 лет. Начиная с 2019 года в Республике Коми модернизированы 9 специальных коррекционных школ, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Общая сумма финансирования за период реализации проекта составила 49 миллионов рублей. До конца 2023 года проект охватит еще 6 специальных школ региона. В этом году масштабные работы были проведены в Интинской специальной коррекционной школе номер 43. Преобразились не только кабинеты и материально-техническая база, изменилось даже название учебного учреждения. Теперь школа для особенных деток получила имя «Доброшкола» – дом, где живет добро. Доброшкола в Инте была торжественно открыта 21 сентября 2021 года. Обновленные образовательные условия для обучающихся были презентованы представителям общественности, а также гостям из Сыктывкара. В честь этого события учащиеся школы совместно с педагогами подготовили концертную программу. Школа – это замечательный, удивительный мир, который каждый день открывает для детей что-то новое. Школа – это второй дом для детей. Со школой мы делим любовь и радость, огорчения и неудачи. Здесь дети учатся дружить, понимать друг друга, помогать друг другу, поддерживать друг друга в трудную минуту и помогать старшим. Наша школа участвовала и продолжает участвовать в национальном проекте образования. Очень бы хотелось поблагодарить как республиканские, в принципе, и российские власти, и республиканские власти. К нам приезжал 2 раза замминистра Смирнова Лидия Валерьевна, министр Якимова Наталья Владимировна. 2-й раз у нас начальник нашего отдела присутствует здесь. То есть нам помогали. Затрачены приличные средства, затрачены приличные нервы у коллектива. И хочется верить, что наши дети смогут шагнуть более уверенно в завтрашний день, быстрее и успешнее социализироваться. Всем большое спасибо находящимся здесь, как штату школы работников, приглашенным гостям, работникам, основным представителем нашего подрядчика Унистрой Элит. Мы с вами находимся, видимо, на пороге того, что наше образование вернет себе те позиции, которые оно занимало 40-30 лет тому назад. А это 2 задачи у нас. Это новая личность, дорогие мои, и второе, мы должны войти в десятку по качеству в десятку ведущих стран мира по качеству нашего образования. Очень хочется в это верить. И вот те шаги, которые сделаны сегодня, я думаю, они как раз маленькие шажки по нашему с вами будущему большому успеху. Just
Ремонтные работы выполнял местный подрядчик – общество с ограниченной ответственностью «Унистрой Элит». Строительная фирма уже давно и тесно сотрудничает с коррекционной школой, оказывает помощь в рамках соцпартнерства. Директор школы Лев Груздев отметил, что руководитель строительной фирмы Николай Ипатов лично следит за ходом выполнения работ и принимает участие в устранении аварий. Во время торжественной части Лев Груздев передал благодарственное письмо фирме-подрядчику и девушкам-штукатурам-малярам. Благодарственное письмо вручается Рублевой Любовь Ивановне за качественное произведение ремонта, прочее. Еще раз большое спасибо. От лица родительского комитета школы, всех родителей, законных представителей обучающихся хочу поблагодарить за модернизацию школьных кабинетов и мастерских, проведенных в рамках проекта «Добрая школа». Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования, науки и молодежной политики, руководство школы, всех специалистов и сотрудников, кто лично принимал участие в реализации данного проекта. Мы говорим вам спасибо, нашим детям очень нравятся произошедшие изменения. А мы обещаем беречь и активно использовать все новое для получения знаний. Учащиеся, в свою очередь, поблагодарили педагогов школы, тех людей, которые учат их чувствовать себя равными членами общества. День учителя, слушайте сердцем в эти звуки, что дороги нам, всем, что связано с детством, мы обязаны учителям. Любимый учитель, друг наш и ангел-хранитель, добрых стихов сочинитель, в дальних дорогах просто отец. Любимый учитель, наше ты знание примите, вы навсегда вдохновите любящих музыку юных сердец. Любящих музыку юных сердец. Каждому из гостей дети подготовили памятные презенты, сделанные своими руками, как результат того, чему научились на занятиях в школе. Уважаемые родители, конечно же, дорогие ребята, педагоги, гости, разрешите от имени министра образования Натальи Владимировны Якимовой поздравить вас с этим замечательным днем, открытием доброшколы в городе Инта, специальной коррекционной школе номер 43. Давайте громкими аплодисментами дадим старт этому замечательному проекту. Светлана Савина напомнила, что преобразование коррекционных школ проходит в рамках федерального проекта «Современная школа», являющегося составной частью нацпроекта образования. Создание образовательной среды, не только сохраняющей, но и укрепляющей здоровье обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, подстраиваясь под особенности здоровья, развития и возможности каждого обучающегося, является одним из главных условий функционирования отдельной образовательной организации. Этот проект, ребята, для вас, чтобы вы в стенах школы могли развиваться по-новому. Сегодня все вместе мы собрались в этом прекрасном, уютном зале. Посмотрите, как красиво он украшен. И мы видели прекрасные ваши выступления. И, конечно же, те условия, которые создали все вместе, как сказал Лев Владимирович, педагоги, строители, те, кто работают в школе, это все для вас, ребята. Чтобы вы лучше осваивали образовательные программы в этом новом учебном году, чтобы вы развивались, общались, но больше хочу сказать, у вас открыты двери теперь в новое профессиональное будущее. Ведь те столярные мастерские, те фотостудии, те кабинеты, в которых вы можете научиться навыкам новой профессии, для вас может быть небольшая, но ступенька в мир профессий, которые потом в дальнейшем вам помогут определиться в будущем. Ну и, конечно же, больше познать, чем же занимаются люди труда. Но кто будет стоять рядом с вами, ребята? Конечно, будут рядом с вами педагоги, которые будут вас всему учить, которые покажут и откроют вам мир новых знаний уже в той новой инфраструктуре, которую создали сегодня для вас мы все вместе.
Хотелось бы, ребята, приехать к вам в конце учебного года, и я думаю, обязательно это сделаю, и чтобы вы показали, как вы научились работать на новых станках, как вы умеете фотографировать или как вы шьете или готовите новые блюда. Желаю вам, уважаемые педагоги, творческих успехов. Льву Владимировичу рациональных управленческих решений, ведь у нас с ним еще впереди большие строительные работы, чтобы ваша школа еще дальше становилась еще краше, лучше. Ну а вам, ребята, конечно, успехов в учебе в новом учебном году. Я передаю слова приветствия от главы городского округа ИНТА, руководителя администрации Владимира Алексеевича Киселева. И хочу сказать, что доброшкола очень символично звучит, потому что в нашем городе 43-я школа называется «Школой добра». А добро у нас всегда ассоциируется с любовью и красотой. Любви в нашей школе, в 43-й школе, очень много добра, очень много, а теперь мы еще будем самые-самые красивые в городе. Я вам от всей души желаю здоровья, успехов и деткам, и родителям, и педагогам. Самого хорошего. Будьте всегда дружны. Берегите друг друга. И огромные слова благодарности я передаю нашему Министерству образования, науки и молодежной политики, лично министру Наталье Владимировне Якимовой, всей команде министерства за поддержку. Наша школа самая лучшая. На модернизацию Интинской школы для особенных детей, обновление мастерских и учебных классов учреждению была выделена субсидия в размере 7,3 миллиона рублей. Это средства федерального и республиканского бюджетов. Еще 3,5 миллиона рублей из республиканского бюджета школа получила на ремонтные работы и создание безопасных условий. Ремонтные работы местный подрядчик проводил во время летних каникул. За небольшой период удалось выполнить огромный объем работ. Во всех кабинетах и мастерских заменили двери, старые окна на новые пластиковые стеклопакеты. Заменили, подняли, перестелили полы, покрыли их новым линолеумом. В спортзале палубный пол зашлифовали, покрыли паркетным лаком, отремонтировали стены, оборудовали навесные потолки, лампы над школьными досками, рулонные шторы на окнах. После ремонта в каждом кабинете разместили стенд с фото для сравнения, как было раньше и как стало сейчас. Старенькое это осталось только вид из окна, а остальное у нас все новенькое. Значит, все новое, оборудование очень много нового. На стеллажах то оборудование, которое мы сейчас на начале учебного года изучаем. То, что нам пока не надо, там, в середине учебного года, в конце, у нас пока в шкафах лежит, в коробочках, чтобы оно лучше сохранилось. Благодаря реализации национального проекта в школе были оснащены и обновлены 13 учебных помещений. Мастерские швейного, картонажно-переплетного, штукатурно-малярного дела, спортивный и тренажерный зал, кабинеты социально-бытовой ориентировки, дефектолога, логопеда, дополнительного образования музыкально-эстетического направления и биологии. Какой кабинет биологии? Я такой кабинет раньше не видел. Давай мы с Анной Ивановной походим в скелет. Форма головы – это череп. Череп защищает наш мозг. Вот это скелет верхних конец, скелет нижних конец, скелет туловища. Для кабинета биологии приобрели шкафы, столы и стулья для обучающихся и учителя, школьную магнитно-маркерную доску, скелеты человека, млекопитающих, земноводных, рыб, микроскопы, различные муляжи, гербарии, наборы плакатов для уроков биологии, компьютер, проектор и экран. Теперь педагог мечтает об обновлении методических материалов по географии. Именно эти два предмета она преподает. Для 68 мальчиков и девочек, которые занимаются сегодня в 43-й школе, была создана современная образовательная среда, которая не только сохраняет, но и укрепляет их здоровье, подстраиваясь под особенности их развития и возможности каждого обучающегося. В данный момент есть обучающие 8 класса. Меня зовут Яна.
Меня зовут Костя. Значит, здесь проходит в этом помещении теоретический материал. Дети получают знания. Есть макеты, на которых дети учатся правильно держать, правильно управлять какими-то вещами, переключать плитку электрическую здесь. То есть у нас полностью для социально-бытовой ориентировки и младшего обслуживающего персонала предназначены определенные предметы. На занятиях в данном кабинете деток знакомят не только с теорией, но и с практикой. Тут же оборудована современная кухня со всевозможными бытовыми приборами и ванная комната. Научить ребят пользоваться огромным функционалом современной бытовой техники – задача педагогов. Для этого в кабинет младшего обслуживающего персонала социально-бытовой ориентировки приобрели кухонный уголок, кухонный стол, холодильник, плиту, посудомоечную машину, вытяжку, тостер, универсальную кухонную машину, электрический чайник, микроволновую печь, пылесос, наборы столовой кухонной посуды, гладильную доску, сушилку, уборочный инвентарь, уборочную тележку, инвентарь для уборки территории, лопаты, грабли, метлы, инвентарь для посадки цветов, столы, стулья, а также школьную магнитно-маркерную доску, компьютер, экран, проектор, плакаты для уроков социально-бытовой ориентировки. В данном помещении проходит практическая часть детей, то, что мы изучали на теории. Значит, а помещение предназначено для ближе к домашней обстановке. Все оборудование, которое мы получили сейчас, дети иногда видят первый раз, но тем не менее они учатся обращаться. Яночка, Яна, я прошу тебя представить, пожалуйста, наше оборудование, которым ты будешь пользоваться дома. Угу. Если нужен чай, то мы используем чайник и самовар. Если нужно сварить кофе, то для этого кофеварка. Если нужны бутерброды, то мы возьмем тостер для хлеба. Блендер нам нужен для делать десерты. Хорошо, дальше. Мясорубка нам нужна. Если нам нужен фарш, то мы возьмем мясорубку. Дети с удовольствием получают полезные навыки в игровой форме. В этот раз они учились готовить коми-шанги, предварительно узнав о том, что это за блюдо и какие поговорки у коми есть про вкусную выпечку. Новое оборудование было закуплено и в кабинет дефектолога. Это интерактивная панель, интерактивная песочница, планшет для рисования песком, волшебный шатер, визиборды, компьютер, мебель, дидактические пособия для проведения коррекционных занятий. Юная Софья наглядно показала гостям, как они используют во время занятий новое оборудование. Давай покажем, как ты делаешь ручеек. Так, поглубже копай. Давай вот так. Что это появляется? Интерактивные и игровые панели направлены на развитие в первую очередь мелкой моторики у учащихся. Ведь ученые, нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые отвечают за речь. Обязательно. Цветочек, давай цветочек. Тебе нравится? Да. В школу ходить? Да. Нравится. А что больше всего понравилось в классе? Нам всего понравилось играть в классе. А во что играть? Писали томаты, смотри, экран играть. На экране и в песок, да? И доску тоже. Спасибо тебе большое. Специализированное оборудование было приобретено и в кабинет логопеда. Зеркало для логопедических занятий, игры, дидактические пособия для проведения занятий, диагностический материал, наборы логопеда, дидактические пособия для занятий с детьми с РАС, столы, стулья для обучающихся и учителя, школьная магнитно-маркерная доска и компьютер.
Семиклассник Кирилл показал гостям полученные навыки штукатурно-малярного дела. Ребята в специальной школе, кроме бытовых навыков, приобретают и такие профессиональные. При этом тренажеры, стены из гипсокартона с вкрученными шурупами и стены из кирпича, на которых могут заниматься сразу несколько детей, можно использовать постоянно. Они хорошо отмываются от нанесенных материалов. Мастерская для отработки первоначальных навыков оштукатуривания. То есть дети могут не по одному, а здесь на данной модели работать дети втроем, да, не мешая друг другу и соблюдая технику безопасности. Здесь же будет отрабатываться навыки шпаклевания, также откосы, углы. Также дети могут работать вдвоем, вчетвером. Один за стенкой, один с этой стороны, также не мешая друг другу и не нарушая технику безопасности. Обучение штукатурно-малярному делу проходит в 2 кабинетах. В одном преподают теорию, в другом ребята проходят практику. Оснастить удалось оба. Финансирование позволило приобрести мебель, школьную магнитно-маркерную доску, наборы плакатов, компьютер, проектор, экран, инструменты для выполнения практических работ, молки, валики, шпатели, трафареты, аэрографы, краскопульты, тележку для перевозки инструментов и материалов и, что самое важное, оборудовать кирпичные и гипсокартонные кабинки для отработки навыков обучающимся. Установить в этом же помещении умывальники для мытья инструментов, рук и набора воды. Полностью укомплектован и кабинет психолога. Здесь проходят занятия с детьми с расстройством аутистического спектра. На сегодняшний день аутистические расстройства – одни из самых встречаемых в детском возрасте. Примерно каждый 50-й ребенок проявляет признаки этого заболевания. Начиная с конца 90-х годов постановки этого диагноза учащаются. Еще в начале 2000-х в специальной школе учился 1 ребенок с таким диагнозом. Сегодня их 8. Таким образом, число гипотетических аутистов растет. Объяснить, с чем это связано, достаточно трудно. Ученые выделяют несколько факторов, среди которых изменение условий окружающей среды, возраст родителей и совершенствование методов диагностики. В данной классной комнате подобрано оборудование и приобретен большой дидактический материал, пособие, как раз для занятий с такими детьми. Все эти пособия направлены на развитие зрительной координации, моторики, мелкой, общей, пространственной ориентировки, сенсорного развития. Вот. И так как у нас дети, они безречевые, они не владеют вербальной коммуникацией, для таких детей приобретены специальные пособия по альтернативной коммуникации карточки ПЭКС. Мы уже занимаемся данной системой 4-й год, есть определенные продвижения. Вот. Сейчас мы, допустим, с Данилом находимся на первом этапе, когда ребенку необходимо дать собеседнику, партнеру по коммуникации определенную карточку. На это он получит желаемый предмет. То есть у него есть в домашнем обиходе все эти карточки. То есть если ему необходимо будет попросить у мамы пластилин, он из своего домашнего альбома берет карточку, подает маме, мама ему дает то, что ему необходимо. Этот кабинет тоже был укомплектован практически с нуля. Приобрели парты, стулья, школьную магнитно-маркерную доску, пуфики, сухой душ, планшет для рисования песком, дидактические пособия для занятий с детьми с РАС, декоративно-развивающую панель, компьютер, принтер, проектор, экран. Среди оборудования специальные наушники, утяжеленная продукция, чтобы дети не проявляли излишнюю активность. Они не могут, вот, допустим, в этом же лете бегать беспорядочно, то есть мы их учим тому же усидчивости, чтобы они выполняли определенную нам необходимую работу. Также браслеты, также утяжеленный шарф. Один из самых любимых кабинетов у учащихся – мастерская картонажно-переплетного дела. Сколько всего интересного здесь можно сделать, какие возможности открывает ребятам полученное оборудование, красочные перекидные календари, блокноты, оригинальные подарочные упаковки – все это и многое другое можно сделать собственными руками и подарить близким. Нам предоставлена смарт-интерактивная доска, также все оборудование, которое здесь вы видите, также нам все предоставлено, все полностью ремонт, новые шторы,
Дети, когда пришли 1 сентября, очень удивились, то есть им понравилось, они были в восторге. Также у нас, что нам очень было необходимо, у нас пришли нам 6 бумагорезательных машин, то есть для нашего профиля это очень важно. То есть ребята могут продемонстрировать вам, как они работают на ручных бумагорезательных машинах. Пожалуйста, Милана, покажи, пожалуйста. Как называется у тебя бумагорезательная машина? Роликовая бумагорезательная машина. Хорошо, молодец, роликовая. Угу. Пожалуйста. Кроме озвученных резаков и смарт-доски для мастерской картонажно-переплетного дела приобрели мебель, школьную магнитно-маркерную доску, компьютер, ламинатор, МФУ, переплетные машины, фальцовщик, обрезчик углов, ниткошвейную машину, штриховальную машину, обжимной пресс, позолотный пресс, стенды и плакаты для уроков картонажно-переплетного дела. Пополнение образовательной базы коснулось и кабинета музыки. Помимо мебели были закуплены школьная магнитно-маркерная доска, цифровое пианино, различные музыкальные инструменты, тактильная доска, костюмы для школьных постановок, а еще кукольный театр с ширмой и наборами кукол для постановок различных сказок, музыкальный центр и микрофоны. В новом учебном году учеников коррекционной школы ждал сюрприз. Педагоги открыли новый кружок, анимационную студию. Она была оборудована на базе компьютерного класса. Сюда приобрели графические планшеты, акустическую кабину, интерактивную панель, звукозаписывающее оборудование, документ-камеру, шкафы для хранения, компьютер, школьную магнитно-маркерную доску, мебель и мультистанок. Последний уже вовсю используется. Педагог и учащиеся 9 класса снимают анимационный фильм из пластилина. Либо из пластилина. Можно использовать песок, вырезалки, рисовать рисунки, то есть поэтапно создается мультфильм. Мы пробовали делать пока только пластилиновые работы. На первом этапе ребенок создает то, что он хочет увидеть в своем мультфильме. Дальше производится покадровая съемка с перемещением деталей. То есть если мы в центре положим, мы видим, что камера автоматически фокусируется. Сейчас он ее распознает, потому что камера светит и здесь не очень хорошо видно. По очереди добавляются детали, в конце мы перемещаем что-то и получается готовый результат. Не узнали после каникул школьники спортивный и тренажерный залы. Для учащихся были приобретены специальные тренажеры, среди которых аэробайк и эллиптический тренажер «Беговая дорожка». Среди комплектации залов шведская стенка, детский спортивный комплекс, маты, гимнастические скамьи и доска, бревно, разноуровневый игровой ковер, скамьи для раздевания, массажные коврики, шкафы и стеллажи для хранения спортинвентаря, гантели, спортивное полотно. Также был приобретен туннель для эстафет. Последнее помещение, которое презентовали гостям, швейная мастерская. Сюда приобрели раскройный стол, столы для швейных машин, примерочную, промышленные и бытовые швейные машины, промышленный оверлок, вышивальную машину, вязальные машины, утюги, различного вида ножницы, гладильные доски, пособия и плакаты для уроков швейного дела. Прекрасная возможность для получения доступного и качественного образования. И это позволяет детям пройти курс, программу конкретно швейное дело. Для этого продумано, конечно, все. Прекрасные рабочие места, есть швейные машинки, утюги, оверлок и многое другое. То есть все, что для того, чтобы реализовать программу, и это было доступно детям, легко, все это, конечно, есть. Поэтому хочется, конечно, сказать большое спасибо, благодарность за такой масштабный федеральный проект. Оборудование серьезное, но педагоги доверяют ребятам, потому что уверены, их подопечные не менее талантливы, чем обычные дети, а многие зачастую даже более внимательны и старательны.
Мы много-много говорим про технику безопасности, как себя вести, что необходимо для этого, рабочие места и все-все-все. Поэтому сразу вот так к машине, конечно, дети такие не садятся. Вот, это долгий процесс, вот, и, конечно, все это учитываешь. Что будете шить? Сначала они 5 класс, у них машинка только-только будет, из чего состоит и шов. То есть по программе дальше будет еще, но пока у нас только элементарные швы, соединения деталей. После модернизации у Интинской доброшколы появился шанс принять в своих стенах участников чемпионата Обилимпикс. В нашей республике в этом году он проходил в 6-й раз. Обилимпикс – это международное некоммерческое движение, целью которого является развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проходил в Сыктывкаре весной на базе как раз модернизированных коррекционных школ по 23 компетенциям. И так как школьники принимают в нем активное участие, и учителя готовят школьников к этому участию, соответственно, мы проводим их теперь в наших коррекционных школах. И я надеюсь, что чемпионат Обилимпикс, Лев Владимирович, через год пройдет на базе нашей школы в Инте. И Инта станет площадкой проведения. И сюда приедут со всей республики уже дети со всех школ, чтобы принять участие в этом чемпионате. В этом году она пройдет у нас на базе специальной коррекционной школы-интернат номер 3 города Сыктывкара. А на следующий год мы планируем выездную. Будем рассматривать как раз площадку школы номер 43 города Инты и площадку школы номер 6 города Печоры. То есть могут компетенции разделиться. То есть какие-то компетенции здесь, какие-то в Печоре. Сегодня Интинская школа номер 43 принимает участие во всероссийском конкурсе «Доброшкола». На первом этапе в апреле были направлены дизайн-проект помещений для участия в заочной экспертизе. Второй этап всероссийского конкурса «Доброшкола» пройдет в октябре 2021 года. Еще несколько лет назад педагоги коррекционной школы номер 43 и мечтать не могли о таком оснащении. Но при этом никто не помышлял о другой работе. В жизнь каждого учителя особенные дети внесли какой-то особенный свет и любовь, а еще терпение и доброту. Педагоги Интинской специальной школы уверены, если оказывать поддержку воспитанникам, окружать их вниманием и заботой, они многому могут научить, а не только научиться сами. Поэтому Интинская школа стала доброшколой не сейчас. Сейчас она просто получила официальный статус.